Всего несколько дней остается, чтобы определиться, получать ежемесячные деньги или воспользоваться социальными услугами. Вопрос касается так называемых федеральных льготников. В Якутии к их числу относятся более 62 тысяч человек. В категории федеральных льготников у нас относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, умерших инвалидов войны, участников войны, ветеранов боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды 1, 2, 3 группы, дети-инвалиды, а также граждане, пострадавшие от радиационных и технологических катастроф. Набор услуг разделяется на 3 независимых части – лекарства, путевка и проезд. Отказаться от них или наоборот возобновить можно как полностью, так и по частям. На оплату набора социальных услуг ежемесячно направляется 995 рублей 23 копейки, в том числе на медикаменты 766 рублей 55 копеек, на путевки в санатории 118 рублей 59 копеек и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно 110 рублей 9 копеек. Заявление можно отнести непосредственно в отделение пенсионного фонда, либо отправить по почте. Тогда датой подачи будет считаться день отправки по штемпелю. Третий способ – через центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Главными преимуществами центра «Мои документы» являются предварительная запись на текущий день и на неделю вперед. Также есть возможность подать документы в день обращения в порядке очереди и удобное место расположения нашего центра. Специалисты напоминают, к заявлению должны быть приложены паспорт, пенсионное страховое свидетельство и документы о праве на льготы. Если гражданин получил соответствующий статус в этом году, то обращаться в пенсионный фонд ему нужно лишь в том случае, если он сделал выбор в пользу денег. Льготникам, которые не планируют менять способ получения выплат, приходить в территориальные органы пенсионного фонда не требуется. Ранее поданное заявление носит бессрочный характер и будет действовать до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев, Вести, Якутск.